Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. На территории республики навигационный период для маломерных судов в самом разгаре. Кто-то приобретает такие суда для охоты и рыбалки, для кого-то это единственный транспорт передвижения до сенокосных угодий. Много и тех, кто использует моторную лодку для семейного отдыха. Но не все хорошо знакомы с правилами и требованиями к судовладельцам. О них нам расскажет гость студии Виталий Осипов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения номер 1 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с первого вопроса. Сколько на сегодня в Якутии владельцев маломерных судов? Ну, сейчас вот на республике, как вы сказали, то, что по республике Якутии идет Ну, во-первых, самый сезон. самый сезон, да, разгар навигации. И у нас суда приобретаются все больше и больше. На данный момент, ну, на сегодня у нас зарегистрировано более 40 тысяч судов. Граждане приобретают как и для рыбалки, для охоты, кто-то приобретает для семейного отдыха, ну, кто-то и добраться до какого-то определенного населенного пункта. В принципе, как бы вот. Виталий Александрович, маломерное судно, простыми словами, лодка. Обыкновенная. Их количество у нас в Якутии увеличивается с каждым годом? Есть ли Да, конечно, с каждым годом все больше и больше регистрируют, граждане приобретают маломерные суда. Да, конечно. А то есть вот те яхты вот большие, которые у нас в акватории, допустим, 203-го микрорайона, Ну да, это тоже они же? Да, тоже они же подходят до 20 метров, До 20 маломерное судно подходит. Хорошо. Виталий Александрович, какая сегодня обстановка на водных объектах? Сейчас, ну, вообще, Центр МГИМС Главного управления МЧС России проводятся рейды. Также у нас проводится акция «Вода – безопасная территория». В этой акции принимают участие правоохранительные органы местного самоуправления, волонтеры на выявление несанкционированных мест для купания. Проводим профилактику, мероприятия, мы в пределах своей компетенции проводим. Ну, предлагаю поговорить про судоводителей. Мы сегодня говорим о том, что им необходимо обладать определенным пакетом документов. Вот какие документы проверяют инспекторы ГИМС в ходе рейдов и патрулирования? Ну да, вот вы если приобрели маломерное судно, да, одно приобрести, но надо отметить, что вам надо его зарегистрировать, данное маломерное судно. У нас имеется официальный сайт МЧС России, где предоставляется вся информация о регистрации маломерного судна. Также имеется единый портал государственных услуг, где вы можете подать заявление на регистрацию маломерного судна. И, к примеру, вы подаете заявление, в определенное назначенное время вы прибываете в подразделение Центра ГИМС, где государственный инспектор осматривает ваше маломерное судно. Также вы предоставляете необходимые документы, оплачиваете госпошлину. И также не надо забывать, когда вы заполняете заявление в государственные услуги, надо указывать адрес электронной почты. И когда инспектор регистрирует, к вам уже автоматически на вашу почту уже придет ваш судовой билет. И вот, то бишь, зарегистрированное маломерное судно надо иметь. Также иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Надо смотреть, чтобы сроки. У нас удостоверение выдается раз в 10 лет. И также проходить освидетельствование. Освидетельствование у нас проходит раз в 5 лет. И судно должно быть исправно. На судне должно быть нанесены идентификационный бортовой номер, нормы снабжения, индивидуальные средства спасения. Все это должно быть укомплектовано в судне. Ну, по аналогии с автомобилем. То есть там да, аптечка, здесь спасательные жилеты. А в каких случаях требуется удостоверение на право управления маломерным судном? Удостоверение требуется, если судно у нас занимается некоммерческой деятельностью, не подлежит, и у нас судно более 200 килограмм, и мощность судна превышает 8 киловатт. Вот это данное маломерное судно подлежит регистрации в реестре маломерных судов.
Также с 18 лет. Да. Раньше нельзя сесть за Да, руль. да, и, конечно, с 18 лет судоводитель это должен иметь возраст 18 лет. Он должен пройти медицинские показания. Также он должен у нас, получается, пройти практические, теоретические навыки. Если это теория, то у нас 30 вопросов. Из 30 вопросов у нас дается только 2 ошибки. И получается 3 попытки через 7 дней у кандидата имеется. И теоретические навыки. Ну, подход, отход от берега, постановка на якорь, маневрирование маломерным судном. А сколько случаев выявлено правонарушений вот с начала, допустим, этого сезона? На данный момент инспекторами центра ГИМС ведется патрулирование, рейды вблизи акватории, ведется надзор за правильным пользованием поднадзорными судами, маломерными судами, ведется профилактика. И на сейчас 176 административных дел. Это по республике Саха-Якутия. А что чаще всего нарушают? Это вот у нас, получается, чаще всего у нас выходит судоводитель, не имеет удостоверения на право управления маломерным судном. Судоводитель не зарегистрировал свое судно в установленном порядке. Судоводитель не прошел и освидетельствование для маломерных судов. Также судоводитель нарушает правила обеспечения безопасности пассажиров в пути исследования. То бишь у него двигаться без индивидуальных спасательных средств. Ну и бывают такие случаи, когда, допустим, ну, условно, в одну лодку на 10 мест набиваются по 15. Да, конечно, надо учитывать это пассажировместимость. В судовом билете прописано пассажировместимость, это тоже в первую очередь, конечно. Вот такие вот за эти нарушения наши инспектора чаще всего выписывают постановление либо протокол административных правонарушений. Предлагаю еще поговорить про работу вашей службы. Какие задачи сегодня стоят перед ней? Ну, у нас сейчас задачи, как бы, сами понимаете, жара, да, лето, самая работа, выходные дни. Люди массово уходят на водные объекты. У нас, получается, на данный момент только по всей республике 6 официальных пляжей. В черте города это 2 пляжа. По всей республике 6 пляжей? По всей республике 6 пляжей. В черте города 2 пляжа. Это 202, это Вилюйский тракт, может, кто слышал. И там купаться разрешается, там есть спасатели, спасательный инвентарь, и там как бы за вами следят, все смотрят. За последнее время у нас где-то за года 3, наверное, никаких случаев кто-то, что утонул на официальном пляже, не было такого. Ну вот, тем не менее, вы проводите исследовательскую работу своевременную, но люди продолжают нарушать. Так же? Ну, конечно, продолжают нарушать. Ведем профилактику, ведем административные, как бы без этого никак. Но все равно люди стали как-то по-другому относиться ко всему этому. Ну, случаев стало меньше, да? Ну да, случаев, конечно, с каждым годом тенденция все меньше и меньше идет. А если говорить о официально открытых пляжах, чем они оснащены? Вот, допустим, чем отличаются от дикого? Ну, конечно, вы, во-первых, когда вы входите в пляж, у вас уже имеются информационные стенды, правильно? Когда заходите на пляж, это в первую очередь информация. Там есть охрана, как бы какой-то досмотр. Вы не проносите алкогольные напитки, правильно? Запрещается. Так, есть спасательные вышки, над вами смотрят, есть спасательный инвентарь, есть огородительные буйки, есть взятые пробы воды, проба песка. Все это как бы в целом обезопасит ваше нахождение вблизи водного объекта. Вот работа спасательных вышек на официальном, по крайней мере, городском пляже, она осуществляется. Как быстро должны спасатели реагировать? Ну, знаете, в этом году спасатели как бы отличились, да, в прошлом году тоже у нас такой случай был, ребенок тоже как бы это углядели, даже бывают такие вот родители, да, которые не следят за своими детьми, ну, как бы не то, что не следят, отвлеклись, где-то что-то, ребенок пошел к воде, а ребята дежурят на вышке, они уже видят, ну, сверху видно всю картину как бы происходящего. И увидели то, что ребенок пошел в воде, а рядом никого не было. Ну, даже если кто-то рядом, они не обращают на это внимания. И предотвратили тем самым какой-то несчастный случай.
Виталий Александрович, ну вы как спасатель, какой алгоритм действий, вот как помочь утопающему, если рядом нет профессионалов? Но если, смотря, тоже надо смотреть об обстановке, где вы находитесь, да, вот, если вы вдоль береговой на несанкционированном месте, да, нету спасательного инвентаря, да, ну, где-то, может, есть суда вблизи береговой линии, запросить о помощи, судно подойдет, да. И если сильное течение, ни в коем случае не бороться против течения, да, потому что просто лечь как бы в дрейф, не потихоньку подгребать к берегу, не паниковать в первую очередь. Виталий Александрович, продолжим тему с пляжами. Проверяете ли вы несанкционированные пляжи? Вот, допустим, Дыркалах, Вилюйский тракт, там озеро Сугун, по-моему, если не ошибаюсь. Там тоже, ну, организовали Нет, у нас, места для да, купания. Сугун это у нас на данный момент сейчас открытые. Да? Да, декларацию подал. Хорошо, тогда, допустим, всё. Дыркалах, пригородная. Да, я же говорю, у нас вот совместные рейды проводим с органами самоуправления, с административной, с ГОЧС, с транспортной полицией на выявление несанкционированных мест для купания. Но вот у нас самые такие несанкционированные места для купания, это у нас всем известный район Петуховки, наверное, пригород, да? Как мы только там не боролись, да? Выставляем знаки. Даже одно время перекапывали просто подъездные пути к этому водному объекту. Но все равно люди подвергают свою жизнь опасности и выходят на этот данный водный объект. Ну, также у нас остров Хатыстак. Вот 203 микрорайон, вроде пляж недалеко, а 203 микрорайон регулярно там тоже случаи бывают. Когда купаются на стороне ТЭЦ. Да. Нет, вот именно где Стелла, где 203 микрорайон, вроде пляж недалеко, но все равно там никто не следит, никто не смотрит за этим. Да. И все равно случаи там тоже бывают. И также Дыркалах, остров Хатыстах, городская протока. Вот эти вот вблизи, в черте города Якутска, вот выходные, буквально везде люди. Ну и мы патрулируем, конечно, мы если на судне, или это у нас пеший патруль, да, мы всегда подходим, проводим профилактику, особое внимание обращаем на детей. У нас группа риска, в первую очередь, это дети, чтобы всегда были под присмотром взрослых. У нас мы даже проводим совместные рейды с сотрудниками ПДН, информируем в средствах массовой информации, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых, чтобы родители смотрели за детьми. Потому что дети — это наше дорогое, в первую очередь за детьми смотрят. Виталий Александрович, в заключение пару слов нашим зрителям, как вести себя на воде. Ну, хотелось бы сказать, соблюдать все меры безопасности на водных объектах. Если вы двигаетесь на маломерном судне, соблюдать все правила плавания. Если вы находитесь вблизи водного объекта, ну, есть, как я говорю, санкционированные пляжи, да, купаться в оборудованных местах, не допускать купания в алкогольных напитках. Ну, еще раз, также смотреть за детьми, беречь своих родных и близких, ну, информировать людей. Недопущение несчастных случаев на водных объектах. Виталий Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Уверен, благодаря вашей работе трагических случаев на воде станет меньше. Спасибо, Петр. Ну и напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.